Металлодетекторы и камеры видеонаблюдения. Сегодня обычная школа больше напоминает секретный охраняемый объект. Войти внутрь могут исключительно школьники, любой взрослый, исключительно при предоставлении официального документа и приглашении от учителя. Такой уровень безопасности – мера вынужденная. Каждый родитель, отправляя своего ребенка в школу, беспокоится о его безопасности, включая дорогу от дома до школы, и тем более, когда она находится в общеобразовательном учреждении. Сегодня в каждой школе установлено в среднем около 30 видеокамер, как внутри, так и снаружи. Все они выдают сигнал на один экран. И вот первая загвоздка, он сравнительно небольшой. С таким оборудованием даже профессионал своего дела самым зорким зрением может легко упустить из вида что-то важное. И это далеко не единственная проблема, которую в ходе рейда по школам столицы отметили для себя народные избранники. Эти рамки, которые затрачены достаточно серьезные средства, мне кажется, все-таки они до конца не работают. Потому что если, допустим, большое количество идет сразу детей, людей, мне кажется, что охранник просто не справится с таким наплывом. И мне кажется, принести какой-то предмет, достаточно такой серьезный металлический, мне кажется, что можно. Такие факты, конечно, требуют проверки и решения. Так на круглом столе звучит предложение увеличить вдвое посты охраны, а еще качественнее готовить самих сотрудников для работы в образовательных учреждениях. Ну и, конечно, требует замены сами мониторы видеонаблюдения. Все это требует дополнительных финансовых вливаний в сферу образования. И к этому вопросу депутаты Госсовета еще вернутся при обсуждении формирования бюджета на будущий год. Иван Дмитренко, Олег Юшков, телеканал Юрган, Сыктывкар.